Добрый вечер. Воскресенье, я обещала выйти. Новостей у меня личных мало. Котик. А, Я постригла котика. а, Вот убрала вот тот пушок, который зарос за это время, а то я его стригла как раз перед похолоданием. Не могу связаться с адвокатшей третью неделю. Одну неделю позвонила, она сказала, я в отпуске, вторую неделю я позвонила, она говорит, есть продвижение, я вам расскажу все на следующей неделе, сама позвоню. Вот на прошлой неделе она не позвонила. Ну вот на этой неделе, пусть понедельник пройдет, день тяжелый. Котя, ты голодный, да? Буду... Иди, покажись, ты мой красавчик. Ты мой красавчик такой стриженный. Стриженный и купанный. Воняет дегтярным. Я хотела немножко поговорить по следам своего прошлого видео. А, Там я сказала, что, может, кто не так меня понял, не в том, что не нужно искать причину, а я сказала о том, что не нужно останавливаться на том, что вот причина найдена, и дальше с этим вот, ну, так и жить ты знаешь, и во всех бедах там обвиняешь, неважно, инопланетян. И все, да, тебе на эту тему легче живется. А где же там твое вложение, где же твои шаги к успеху? Поэтому я за то, что причину нужно выяснить проблемы и дальше работать с этой проблемой. Потому что если нет, то получается, как выписал доктор рецепт, ты накупил лекарства, 2 дня попил, и все, и лежат эти лекарства, или там купил большую пачку, вот, и лежат эти лекарства, копятся, потом там делаешь ревизию, и оказывается много лишних лекарств. Ну, во-первых, о лекарствах лучше, если это не, ну вот не так, как я там в селе жила, где ничего не добьешься, то лучше покупать по пластинке, выпил, пошел купил, выпил, пошел купил. Если какие-то, это если ну, что-то такое происходит с не хроническое, не то, что человек постоянно принимает какие-то лекарства. Если вы постоянно принимаете лекарства, я вам очень советую сделать с разбегом на 2 месяца. Ой, что-то мы с котиком гуляли, как вроде и жарко, а ветерок был такой холодный. То есть вы пропиваете этот месяц, и у вас еще есть заначка на следующий месяц, но вы покупаете новую партию, чтобы у вас лучше, конечно, чтобы 2 месяца висело, но это уже как получится, ну хотя бы месяц, чтобы был запасы, потому что у нас неустойчивая такая ситуация во всем. Все может быть, и оказаться без лекарств очень страшно. Ну и, конечно, нужно, чтобы дома был активированный уголь, чтобы дома был ну, хлоргексидин или там зеленка, или что вы там чем пользуетесь. Самые такие лекарства, которые могут вам помочь от простуды, чтобы лежал ну, средство, которое вы принимаете. И, в общем, когда вы выяснили причину, нужно найти специалиста, с которым вы будете работать дальше. Вот часто, ну сейчас такое время, что часто специалистов ищут медийных, тех, которые, ну вот, хорошо себя рекламируют, хорошо рассказывают о том, как у них, значит, там, сколько у них пациентов, как вот приходят. Лучше всего сарафанное радио, конечно, когда кто-то у кого-то лечился, были результаты. Я понимаю, что в нынешнее время, и да и вообще об этом о психологах и психиатрах мало кто рассказывает. Вот поэтому советую вам не останавливаться на одном, а попытать счастье хотя бы с 3-4. И будет вообще отлично, если вы вернетесь к первому. Но в любом случае у вас должен быть выбор, чтобы был какой-то, ну, вы понимали, как обстоят дела на самом деле, как это работает. И копаться только в прошлом, не
м, ставя пути вперед, не намечая цели, не ну, как бы поворачиваясь к будущему только попой, лицом к прошлому, и там в этом прошлом наводить порядок. Но это к будущему поворачиваться попой. Ну, мне такая система не нравится, и я считаю, она непродуктивная, ничего хорошего она нам не несет, не дает, поддерживает наши обижульки, то, что было что-то не так в прошлом, и дальше что, ну, не конструктивно. Теперь о походке, как я сказала, что нужно ходить. Ходить нужно, безусловно, вот вообще для вашего скелета, для того, чтобы красивая походка была. И вот я обратила внимание, что вот уходит, когда ставишь ножки, ну, у меня уже, конечно, возраст, но ставишь ножки, старушечья походка уходит. Когда вот так вот ставишь ножки, то есть результат. При этом вы должны поднять голову так, чтобы подбородок был параллелен земле. Должны ровненько держать спину и не должны спешить. Вальяжная походка тоже не совсем то, достаточно энергичная, но не спешащая. Отвратительное зрение, зрелище, спешащие люди. Про отвратительное зрелище. У меня собрался целый список отвратительных слуховых галлюцинаций. Когда на кружку говорят чашка, сейчас прокукует. Вот это кружка, а вот это чашка. Чашка никогда не может быть по высоте больше, чем по ширине. Это кружка. Когда говорят броюсь, стандарт вообще очень много, но нужно говорить бреюсь. Бриться, бреюсь. Когда говорят ножницами, где вообще такое берется? Когда говорят подскользнулся. И даже это вот я даже где-то читала, что так пишут. В этом слове нету буквы Д. Поскользнулся. Я, наверное, вредная, противная. Когда говорят вместо слова «последний», говорят «крайний». Причем вот бдят, чтобы, не дай бог, слово не сказать «последний». А последний – это «по следу». То есть такое было, и вот, ну вот еще раз такое происходит. И дальше будет, по этому же следу будет дальше. Прекрасное слово, ничего в нем такого нету. Сегодня эта соседка, которая с собачкой, я гуляю там с ними, я говорю, я буду котика стричь, я буду котика купать. Она говорит, нету воды, сегодня же нету воды. Она на 4 этаже, у них вода дотягивается, у них даже бойлер есть. Вот ко мне на 7 тоненькой струйкой. Ну, я набираю воду. Я, кстати, такой лайфхак услышала. Вот этот душики, вот эти, которые аккумуляторные. Но я ушла от аккумуляторного душика к тому, который воткнут в розетку. И вот когда я там пользуюсь, я его назад кладу в воду, чтобы вода зря не бежала. Ну, это так, своеобразно. И вот она говорит, не нужно в воскресенье мыться и купаться. Вот не нужно. Какие-то забубоны, да, какие-то там страхи. Всю жизнь перед работой, на работу идешь в понедельник, в воскресенье вечером ты там вымывался, выкупывался от выходных, потому что многие ездили на природу, на те же дачи, и выкупывался и шел на работу. Вот почему нельзя мыться в воскресенье? Я знаю, что в понедельник нельзя мыться, чтобы вдовой не быть, но уже в ее и моем возрасте уже это не актуально. А в воскресенье, ну вот у нее, она прямо, ну не надо.
Во-первых, очень плохо, когда не спрашивают совета, а ты вот вставляешь свои 5 копеек. Ну, как-то так. И насчет вот тоже этих 5 копеек. Я не слушала недавно лекции одного профессора, и вот подумала, что очень хорошие темы он поднимает, очень, ну, он там мудрёными терминами, и, в общем, достаточно лекторы любят развить тему широко. Может быть, я в коротком пересказе хотела бы с вами поделиться этим. Но потом я поняла, что э, это вообще не нужно. Вот м, от слова совсем, хотя это тоже неправильно так говорить. Э, Потому что, наверно, социум так вот действует, и политическая обстановка, и все это вот, такое ощущение, что мы вот все живем на черновик. Вот ждем, завтра будут какие-то события, какие-то, произойдет что-то такое, ну, что-то такое глобальное произойдет, и все вот, я тогда вот буду там заниматься. И мне напоминает это, я уже как-то рассказывала, как девочка говорит, что вот если бы у меня были деньги, я бы ходила в тренажерный зал, я бы делала маски, я бы делала прически, я бы там занималась, вкладывала в себя. А я у нее спрашиваю, а сейчас ты что-то делаешь? Ну вот ты делаешь дома маски, ты делаешь... Нет, я буду потом. Вот стопроцентная уверенность, что потом тоже не будет. Это вот человек как привык в своем болотце пуська чесать. И вот из него выйти тяжело. И даже когда есть цель, вот, и то, но это даже не самоконтроль, а вот расслабление такое. Привык, вот интернет и все такое, привыкли к быстрому результату. Вот, да, даже показывают там, я иногда с этим ремонтом смотрю, там что-то делают, прям так хорошо, быстренько, тюх-тюх-тюх-тюх, все сделано. А начни делать, воськаешься, как одна девочка говорит, возишься и возишься с этим долго. Я мальчику настроен на успех, и есть хорошие перспективы. Я ему говорю, нужно делать каждый день одно и то же действие. Вот хочется, не хочется, нужно это делать. Это такая будет ступень, от которой ты можешь оттолкнуться. Проходит 2 недели, я спрашиваю, как дела? Ой, я 2 недели там все делал, а потом то одно, то другое отвлекся. Вот нету мотивации, нету того, что вот человек делал 2 недели и увидел результат. Нет, так бывает редко, к сожалению. И еще вот, понимаете, вот смотрите, вот, допустим, вам кто-то говорит, сотрудник у вас, да, у меня болит рука, ну, допустим, там через неделю говорит, вот у меня рука болит, может сказать 3-й раз. К концу месяца что-то там просят его или говорят сделать. Он говорит, у меня же рука болит, я же вам это постоянно говорю. А другой человек этого не помнит. И он не виноват. Это ну, нормально. Чего запоминать о чем-то другом. Поэтому, если вы что-то хотите, чтобы у вас было, не стесняйтесь об этом напоминать. Но не вот так вот, тук-тук-тук в лоб. А начните как-то с этим спрашивать, спрашивать. Вот вопросы очень хорошо действуют. Вот если я там, ну или сотрудник говорит, у меня болит рука, или я там скажу, что у меня болит рука, и спрошу, что можно с этим делать. И вы ответите, что можно с этим делать, а потом вы напомните, скажете, я вот так делал, мне помогло, не помогло. И еще раз скажете контакт какой-то, какой-то разговор об этом. Человек будет знать, что вот у тебя такие проблемы. А сухая констатация фактов, что я там хочу каких-то перемен. К сожалению, это мало звучит, нужно напоминать. Потому что все привыкают. И даже не то, ну это не то, что это плохо, ну не то, что это я кого-то там осуждаю или что-то. Ну вот так оно идет.
Мы все хотим, чтобы нас не трогали. Вот, прям чтобы совсем не трогали. Поэтому, когда у кого-то что-то, нам приходится в этом участвовать, хотя бы даже думать о том, чтобы поучаствовать, нас это раздражает. Ну, такая жизнь, да. Ну вот, и, ну, к этому это нужно понимать, к этому нужно подходить, спокойно и осознавать, что вот это так. Поэтому лучше не нарываться, не агрессировать, говорить, ну, говорить и напоминать об этом. Я, смотрю здесь, экстрасенса, новую битву. И вот, хотела сказать вот о последней, вот, последнем испытании, что ли. Не о чем то там, мне понравилась формулировка. Э, вот, там маг или чародей, или как его там назвать, он, девочке говорит, у нее там произошел неприятный случай, очень неприятный случай. А он ей говорит: "Ну, ты вот замечала?" Она говорит: "Я все время боялась, что это произойдет, что именно вот это произойдет. Почему-то я все время этого боялась, и вот это произошло". И он говорит: "А ты замечала, что, то, что тебе хочется, оно вот исполняется? Может быть, не так сразу, может быть, не в таких формах, но оно все равно исполняется. Поэтому, когда ты что-то говоришь: "Вот я вот так вот да, а вот так вот нет", вот Вселенная этого не слышит. Она слышит саму фразу. Поэтому, если ты подозреваешь кого-то и хочешь вывести на чистую воду, тебе обязательно это дадут возможность. Это потому что считают, что ты этого хочешь, тебе это вот нужно. Или ты там чего-то очень сильно боишься. У нас у всех есть страхи. У всех какие-то, кто-то боится высоты, кто-то боится темноты, кто-то боится стоматологов, да, а кто-то боится стоматологов в темноте. И это не значит, что нужно не обращать внимания на это. Нет, нужно стараться себя оградить от того, чтобы не были такие неприятные моменты, вы не переживали. Но с другой стороны, все время об этом думать, все время думать о том, что вот я могу туда пойти, а это может произойти. И вот это вот этот клубок наматывать и наматывать. Понимаете, вот сегодняшнего дня счастливого нету, потому что ты живешь в преддверии того, что с тобой может случиться. И потом это обязательно притянешь, это случится, и будешь еще больше в этом жить. Вот ты этого боялся, и так это все произошло. Поэтому не забывайте молиться любым богам, в которые вы верите, любым силам, кому вы верите, э, к сердцу своему обращаться. Живите легко, чтобы у вас в душе был покой. Не нужно выходить из себя и жертвовать своей душой ни ради каких денег, ни ради каких целей. Редко это, да, никогда не приносит счастья. Деньги, без них жить очень сложно, невозможно. Но когда ты жертвуешь ими, многим жертвуешь, идешь по головам, ненавидишь, предаешь и там вот воюешь, они не принесут счастья ни тебе, ни твоей семье. Вот сколько таких историй, что особенно внезапно выпавшие деньги в лотерею, да, они не приносят счастья. Нужно, вот есть мечты, а есть планы. И мечтать, может быть, и нужно, но помечтать и помечтал. Надо к этой мечте пристроить план. И по этому плану приблизительно, потому что у нас есть такие водные, которыми мы не властны. И по этому плану идти вперед, в какие-то благородные цели, оставаться человеком. Иногда это переходит всякие границы. Я купила морковку, и она у меня проросла. И я не могу ее кушать, я не могу ее почистить и кушать. Я ее завтра высажу, потому что она же хотела расти. Я не могу. У каждого свои завихрения. Так, ну ладно, посмеялись, пообщались. Всех была рада видеть. Всем пока.